На календаре 3 июня, в конце концов, уже фактически первый рабочий день лета, потому что лето началось у нас в выходные, сегодня понедельник, и новая неделя начинается. Это прекрасно. «Утро Якутии» в эфире. Меня зовут Павел Танин. Вся команда нашей программы, как всегда, готова зарядить вас на плодотворный, радостный, позитивный день. Для этого много всего мы сегодня в течение почти что часа будем делать, показывать, рассказывать. И интересное, и познавательное, местами даже, возможно, удивительное. И, кстати, конечно же, не забывайте про наш телеграм-канал, потому что в нем тоже много всего интересного выходит постоянно. То, что не попадает в эфир в течение дня, тоже наши коллеги всегда что-то там размещают. И всегда можно почитать и что-то новое для себя узнать. И это хорошо. «Утро Якутии» нужно написать в поиске, и все у вас получится. Или вот QR-код появлялся на экране, можно его, в принципе, отсканировать и прямиком на наш канал попасть. Собственно, не будем затягивать. Прямо сейчас давайте узнаем, что происходит за окном, и далее уже начнем встречать сегодняшний день. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 7 до плюс 13, в заречной группе от плюс 6 до плюс 14. В южных районах плюс 11, в Вилюйской группе 9-16 со знаком плюс. В Нижнеленских 14-15 градусов тепла, в западных от плюс 7 до плюс 12. В Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 2 до плюс 17, в Янских от плюс 14 до плюс 16, на северо-западе 2-9 градусов тепла. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 11 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем в столице республики ожидается без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду, а температура воздуха днем прогреется от плюс 24 до плюс 26. Летняя по-настоящему погода наступила, и вот, кстати, выходные, да, многих, наверное, удивили своей жарой, ну, это я в том числе, потому что еще июнь не наступил, или вот-вот там 1 июня буквально только первый день, а уже температура, как будто мы примерно в середине июля. Но, кстати, летом, помимо тепла и отпусков, еще и сезон чего? Конечно же, комаров. В июне особенно заметна их активность, при этом многие виды этих насекомых являются переносчиками различных болезней. Но в Якутии опасаться укусов комаров не стоит, разве что осторожными нужно быть аллергиком, поскольку укус комара может вызвать аллергическую реакцию. Ну а лучше всего защититься от комаров экологичными народными способами. Так вы не нанесете вред здоровью и защитите себя и своих детей от укусов. Немногие знают, что эфирные масла умеют творить чудеса. Всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой от комаров. Сушеная ромашка и мята также помогут вам в борьбе с кровососущими. Их запах воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища. А всего несколько измельченных долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов. Вот если вы этого не знали, пожалуйста, пользуйтесь. Всегда в нашей программе что-то полезное можно найти. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы, уже им не терпится рассказать о последних новостях. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Движение первых запустило конкурс наставников по патриотическому воспитанию. Он станет частью единой экосистемы всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Конкурс призван создать сообщество наставников патриотического воспитания и формирования кадрового резерва наставников. Участниками станут более 50 тысяч представителей системы патриотического воспитания. Прием заявок открыт на сайте с 1 июня по 15 июля. С 27 мая все школьники Нюрингринского района ушли на летние каникулы. Кроме отдыха, в ближайшие 3 месяца главная задача – оздоровление детей. Уже скоро откроются летние лагеря, 16 оздоровительных на базе образовательных учреждений и мужества. В каждом отряде будет работать профессиональные смены. Это художественные, эстетические, танцевальные и отряд юнармия. Спортивные школы во время каникул не прекращают свои тренировочные этапы. Продолжает свою работу проект «Наш
«Наш двор» более 1000 детей являются активистами движения первых. Всего за 3 смены охватит порядка 2000 школьников. Пытаемся говорить о новшествах, вводить для того, чтобы были дни насыщенными, интересными. Это культурная программа, это работа с библиотекой города, это работа с кинотеатрами, с ДК Пушкина. То есть чтобы все массовые мероприятия охватывались нашими детьми. И в городе то, что проводилось, они были яркими участниками и активными участниками. Детский символ Севера и Арктики, покоривший космос, «Прогресс МС-27» доставил на Международную космическую станцию куклу Кындыкан. Она является этническим символом, продвигающим культуру, традиции и языки коренных малочисленных народов Севера и Арктики. 26 июня на церемонии открытия 8-х игр «Дети Азии» российские космонавты запишут видеообращение для ее участников. Отправка в космос куклы Кындыкан стала возможна после обращения детей из Академии этноакробатической хореографии Кындыкан к космонавтам нашей страны с просьбой взять с собой их любимого персонажа. Создать куклу помогла мастерица Харчана Баппагай. На скафандр отважной Кындыкан нанесен логотип игр «Дети Азии». Игры будущего в 2025 году пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый турнир состоялся в Казани с 21 февраля по 3 марта. Его участниками стали 2000 человек из более чем 100 стран. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединения киберспорта и классические виды спорта. Руководитель проекта Игорь Столяров сообщил, теперь официально следующие игры будущего пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году. В связи со включением кикбоксинга в программу спортивных игр «Дети Азии» якутские спортсмены интенсивно тренируются, чтобы показать лучшие результаты на соревнованиях. В ежедневный план тренировок обязательно входит марш-бросок на 12 километров, спарринг и бой с тенью. Капитан сборной республики Ярослав Габышев признается, что только с регулярными тренировками можно добиться значимых результатов. Многие ребята занимаются кикбоксингом больше 7 лет и имеют большой багаж знаний и опыта, который будет продемонстрированы на играх «Дети Азии». Занимаюсь кикбоксингом 9 почти лет. Готовимся к «Дети Азии». Бегаем в Хатын-Уряхе. Сейчас на гору заберемся. Бой с тенью покажем. В день у нас зарядка с 7 часов. В 11 мы уже бегаем здесь, в Хатын-Уряхе. Вечером у нас пара. Там помогают ребята, которые мужики по кикбоксингу. Там помогают, чтобы мы стали опытными, крепкими. Пару недель назад в Якутске прошла акция «На работу на велосипеде». Ее цель заключалась в популяризации велосипеда как транспортного средства для использования в городе. Для поездок до места работы, учебы, домой или просто прогулок. В целом, сегодня много людей в городской суете пересаживаются на велосипеды. Главным преимуществом над машинами и автобусами велосипедисты считают, что велосипедам не страшны пробки. И если вы давно задумываетесь о том, чтобы тоже оседлать этот вид транспорта, сегодня самый подходящий день – Всемирный день велосипеда. Поэтому тем, кто только думает о том, чтобы пересесть на этот транспорт, мы желаем поскорее эту идею реализовать. Тем, кто уже является заядлым велосипедистом, желаем просторных велосипедных дорожек и чтобы транспорт не подводил. А о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 3 июня. Всемирный день велосипеда, день объявления независимости Черногории. По народному календарю Оленин день. На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олени Елене льны, Константину огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот чего плести не следовало на Олену – это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Этот день в истории. 1785 год. День рождения парашюта. Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. 1892. День основания футбольного клуба «Ливерпуль». 1927. В Москве снесены Красные ворота.
1943 создан французский комитет национального освобождения. В этот день родились Климент Тимирязев, русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений. Георг V, король Великобритании. Николай Бурденко, русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии. Сергей Герасимов, советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР. Борис Рыбаков, советский и российский археолог и историк, академик Российской академии наук. Лазарь Минкин, горный инженер-геолог, первооткрыватель Нюрнбергского угольного месторождения, лауреат Государственной премии СССР в области техники. Именины сегодня отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав. Ну а в Якутске открылся долгожданный 11-й Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Один из признанных театральных проектов не только в республике, но и в России. Под крыло «Стерха» слетаются уникальные мастера балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Минска, Астаны. Они задействованы в постановках «Лебединого озера», «Баядерки», «Спартака», «Сияющего камня» и гала-концерте. И сегодня мы по традиции подарим небольшой, но очень приятный подарок. Это билет на балет «Спартак». И получит его один из тех, точнее тот, кто первым правильно ответит на вопрос, который опубликован в нашем телеграм-канале. Вопрос звучит следующим образом. В каком году прошел первый фестиваль «Стерх»? И напоминаю, что да, ответы нужно писать в нашем телеграм-канале, в комментариях под постом с вопросом. Вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что часто мы какие-то подарки раздаем. И вот подписка на канал наш — это очень обязательная вещь, которая также проверяется. Ну а сегодня у нас в гостях прима-балерина Новосибирского академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Гришенкова Ольга. И поговорим подробнее, Ольга, с вами о фестивале непосредственно «Стерх». Немножко, пожалуйста, расскажите о программе этого фестиваля. О программе. Вчера прошел балет «Баядерка», в котором я была безумно счастлива участвовать, потому что для меня это очень символично, потому что я родилась в этом городе. Я выходила на сцену этого театра, еще будучи ученицей училища, местного хореографического училища. Я выходила в «Амурчиках» в балете «Дон Кихот» и в балете «Баядерка» в танце «Ману». И поэтому это было так трепетно, важно для меня вновь выйти на эту сцену уже в качестве ведущей балерины в балете «Баядерка». Также 5 числа я выйду на сцену в образе Эгины в балете «Спартак». И 7 числа на гала-концерте мы представим с моим партнером из Новосибирска 2 номера. Это «Адажио» из «Кармен Сюиты» и современное «Адажио» из балета «Редио и Джульет». Ну, вот говоря, да, про вчерашнюю постановку «Баядерки», да, вы там исполнили партию Ники, если не ошибаюсь, и опять же, про трепетность этого момента вы уже, в принципе, опередили мой вопрос и рассказали. Но говоря, опять же, про сам фестиваль, это такое масштабное событие в мире балета. Как готовились к нему, какая подготовка проходила? На самом деле готовиться мы начали еще дома. У нас в театре сейчас идет немножко другая версия этого балета. А вот эта классическая версия шла у нас до современной версии. И пришлось немножечко освежать ее в памяти, так скажем. И это было, такие приятные моменты, вспомнить эту версию и вот представить ее публике вчера. То есть готовиться мы начали еще дома в Новосибирске. Ну, получается, не только к «Баядерке» готовились, но и к «Спартаку», соответственно. «Спартаку», да. Но «Спартак» на самом деле я станцевала не так давно на сцене нашего театра в Новосибирске, поэтому, в общем-то, можно сказать, что я готова. Единственное, конечно, что нужно будет мне немножечко синхронизироваться с партнером местным. Я буду выходить на сцену с местным солистом балета. И нужно будет подготовиться, конечно, к этому. Ну, я думаю, все профессионалы своего дела на таких фестивалях собираются, поэтому проблем с синхронизацией... Я думаю, что все пройдет отлично. А вообще, Ольга, как вы сами в балет пришли, как попали, что вас туда привело? Потому что, бывают люди, да, которые какую-то там, даже творческую, да, специальность, это, безусловно, творческая специальность, выбирают прям вот с детства, уверены. Кто-то попадает случайно и получается, невероятные какие-то успехи у него случаются. То есть
возможности прийти куда-то, в какую-то сферу деятельности, они безграничны. Вот какая ваша история? Вот на самом деле случайно это как раз-таки про меня, потому что я попала совершенно случайно, я даже не знала, можно сказать, что есть такая профессия, что существует вообще в принципе балет. Я училась в обычной школе, и пришли педагоги из училища и выбрали меня, как они потом говорили, из-за внешности, потому что у меня не было никаких балетных данных, и все это приобреталось в процессе обучения. И, конечно, вот эти основы моей балетной, можно сказать, жизни, они заложены именно в городе Якутске, за что я очень благодарна моим педагогам. Так что я бы сказала, что попала в балет я совершенно случайно, но тем не менее это стало делом моей жизни, которое я очень люблю. И пока что не могу представить свою жизнь без этого дела. Ну вот говоря про, так сказать, возвращение, да, географическое, хоть и временное, в географическое расположение своей альма-матер, возможно, в рамках фестиваля, опять же, говоря про педагогов, с кем-то удалось увидеться, пообщаться. На самом деле, да, вчера на спектакле были мои педагоги первые, и я была очень рада их увидеть, потому что я не была уверена, что у них получится прийти, но когда я после спектакля увидела, что они пришли за кулисы, мне было безумно приятно, что они выделили время, смогли прийти, и очень рада была их увидеть. А была какая-то обратная связь от педагогов? Потому что, бывают же такие случаи в жизни, вроде все хорошо сделал, и вот есть какой-то педагог, который прям стоял у истоков становления человека, и ты вот ждешь какой-то похвалы, он такой, вот там надо было все-таки вот так сделать. Нет, на самом деле они ничего такого не говорили, нет. На самом деле я же часто стараюсь приезжать сюда к своим родственникам, и стараюсь всегда выделять время, приходить к ним в гости, то есть мы общаемся периодически, и очень люблю их и благодарна. Всегда поддержат, да? Конечно. Ага. Ну вот и говоря, опять же, про студенчество, да, вот вы сейчас уже как бы студенческие годы обучения позади, и с высоты своего профессионализма мы понимаем, да, что много людей, которые сегодня только начинают покорять эту профессию, может быть, хотите какой-то совет дать и студентам, которые сейчас, собственно, балетную стезю постигают, и, может быть, школьникам, которые вот только думают, а может быть, мне тоже вот в это искусство податься. На самом деле, наверное, главный совет — как можно раньше начать с умом подходить к работе, потому что основы будущего артиста закладываются именно в первые годы обучения в училище. Когда ребенок еще не понимает, у него еще не такое понимание всего происходящего, и вот важно как можно раньше это понять и с умом отнестись к работе, потому что это важно. Мне вот этого не хватило, к сожалению, и мне пришлось как-то, может, заново постигать что-то, уже когда ты стал более осознанно относиться к своей профессии. Ну, это, кстати, да, психологи говорят, что, в принципе, там, до какого-то возраста человек, в принципе, очень абстрактно понимает слово «будущее», и такой, там где-то там, живем сегодняшним днем. Ну, собственно, Ольга, спасибо за эту беседу интересную, спасибо, что пришли в нашу студию. Баядерка вчера состоялась, 5 числа «Спартак». Желаем, чтобы успешно все прошло, и, конечно же, овации, чтобы зал потом сотрясли от вашего Спасибо выступления. большое, очень приятно. Ну, а мы продолжаем. Чтобы быть стройным, подтянутым, всегда в тонусе, не обязательно быть артистом балета. Делайте, допустим, утреннюю зарядку. Уже через пару месяцев результат вас, думаю, обязательно порадует. Помочь, кстати, сделать зарядку вам всегда поможет наш спортивный инструктор. Всем доброе утро! Сегодня у нас комплекс упражнений со слайдерами. Слайдеры мы будем заменять обычными полотенцами, которые есть у каждой дома. Первое упражнение – это будет семенящий шаг. Данное упражнение служит нам, первое, для разогрева, и второе, для того, чтобы мы прочувствовали, как работать со слайдером. Наши импровизированные слайдеры мы убираем на пол. Далее встаем полной стопой, работаем в носочках. Что мы будем делать? Мы отстраиваемся на носочек и работаем в семенящем шаге, активно помогая себе руками. Колено слегка мягкое, корпус слегка отводим вперед, животик потянут. Так мы работаем в режиме 30 секунд. Активно. Темп средний, выше среднего. Поехали.
Дышим, не забываем про дыхание. Следующее упражнение на проработку передней поверхности бедра. Что мы будем делать? Мы с вами будем уходить в глубокий присед, уводя колено опорной ноги вперед, угол 90 градусов, и возвращая ногу сзади стоящую. Так мы работаем 30 секунд. Ягодицу отводим назад. Животик уводим на бедро. Удерживаем угол в колене. Колено за носок не заводим. Выполнили. Теперь все то же самое на другую ногу. Разворачиваемся и работаем в том же режиме. 30 секунд. Выдох. На подъеме выдох. 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 Вес тела опорной ноги переводим на пяточку. Сзади стоящая нога работает через носок. Выдох. Завершающее упражнение в данном комплексе – это выпады. Мы будем уводить ягодицу назад, живот уводить на бедро. Ножку уводим в сторону и подтягиваем снова к себе. Дышим. Работаем на приводящую внутреннюю поверхность бедра. Обратите внимание, нога рабочая у нас на носочке. 30 секунд. Закончили и смена. Данный комплекс выполняем 3 раза. Каждое упражнение выполняем по 3 подхода. На каждую сторону по 30 секунд. Хорошего дня! Ну вот к этому моменту мы с вами уже много интересного узнали, да, поговорили про балет, про фестиваль «Стерх». Узнали, кстати, как от комаров защищаться подручными фактически средствами. И в целом уже готовы вот, лето встречать и в него врываться. Напомню, да, сегодня первый рабочий день летнего сезона. Но вот если вы из дома не выходите без астрологических прогнозов, то пришло вот и ваше время в нашей программе. Прямо сейчас прогноз аж на всю начавшуюся неделю. Овен. Начало недели будет для вас абсолютно спокойным, но ослабленным, что, собственно, и может привести к некорректному выполнению дел. Так что постарайтесь взбодриться и сконцентрироваться на работе. Неделя пройдет продуктивно и принесет вам в дальнейшем множество приятных моментов. Телец. Первая половина недели для вас будет абсолютно обычной, а вот начиная со второй ее части в вашей жизни могут появиться конфликты и споры, которых можно избежать, так как они могут быть связаны с переутомлением. Поэтому постарайтесь быть спокойными и рассчитывайте свои силы. Близнецы. Эта неделя будет для вас очень активной. Вы сможете не только подзаработать, но и набраться опыта. А вот в семейном плане могут возникнуть проблемы. Дайте понять вашему окружению, что они вам очень дороги, а это в свое время укрепит ваши отношения. Рак. В начале недели вас будут ждать приятные новости, которые поднимут ваше настроение на длительное время. Эта неделя также поможет вам справиться с большей частью своих дел, проблем и решить все необходимое для комфортной жизни. Выходные лучше всего провести в приятной компании, которая зарядит вас силами и энергией для решения дальнейших дел. Лев. Держите свой характер при себе. Звезды говорят о том, что если вы будете реагировать на любой, даже самый незначительный негатив в свою сторону на этой неделе, то это может оттолкнуть от вас людей, которые вам дороги. Направьте свои силы на что-нибудь более полезное. Дева. Вас ожидает удивительная продуктивная неделя, которая запомнится вам надолго. Вы сможете стать по-настоящему счастливыми. Проведите это время с людьми, которым вы доверяете и любите. Весы. На этой неделе вам предстоит решить много важных задач, связанных с личными отношениями. Ваша вторая половинка по достоинству оценит ваши усилия. В работе старайтесь четко выполнять поставленные задачи, особенно соблюдайте сроки. Скорпион. Скорпионам эта неделя вряд ли запомнится чем-нибудь грандиозным. Вы будете много времени проводить за выполнением текущих задач. Финансовые проблемы отойдут на второй план. Куда важнее для вас станет личная жизнь и новый головокружительный роман.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе будут находиться в поиске каких-то новых веяний. Вас ждут новые знакомства с самыми разными людьми. Старайтесь больше времени уделять родным и их проблемам. Козерог. Козерогам на этой неделе не рекомендуется проводить какие-либо операции с недвижимостью. Переезд, купля-продажа личного имущества и прочие сделки принесут неожиданный результат. Включите режим экономии, чтобы не лишиться накопленных средств. Водолей. Водолеям на этой неделе необходимо тщательно контролировать свои эмоции, особенно в общении с родственниками. Не стоит взваливать на себя чужие обязательства. Выходные проведите на природе в окружении любимых людей. Рыбы. Рыбы проведут эту неделю в бесконечных разъездах и встречах. Сейчас очень важно сосредоточиться на главном и отсечь все лишнее. Мелочи могут отнять слишком много времени и сил. В выходные отдых в кругу семьи положительно повлияет на ваше эмоциональное здоровье. Вы станете намного спокойнее и увереннее в себе, а все ваши внутренние страхи бесследно исчезнут. Что ж, если что-то, какой-то приятный прогноз для себя услышали, это все хорошо. Если неприятный, ну кто вообще верит в эти гороскопы, правильно? Вот. А вообще в этом году в России отмечается знаменательная дата. 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. А через год на Дальнем Востоке будет отмечаться 40-летие с момента старта строительства Амуро-Якутской магистрали. Оба этих события имеют ключевое значение не только для Дальнего Востока, но и для всей России. И сегодня мы будем вспоминать то интересное время строителей Амуро-Якутской магистрали, ветеранов и всех тех, кто стоял у истоков такого масштабного проекта вместе с рубрикой «История в кадрах». Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий эксперт Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия имени Ивана Жараева. Сегодня мы вспоминаем особую дату в истории железных дорог Якутии – 11 апреля 1985 года. В этот день строители БАМа, бойцы отряда «Якутский комсомолец» приступили к строительству железной дороги Беркакит-Томат-Якутск протяженностью 830 километров. 11 апреля 1985 года Беркакит с утра празднично гудел. С утра народ толпился на празднике. Подходили и замирали автобусы в вахтовке. Этот день был особенным. В общем гуле толпы и рокоте тягача, пятиукладчика, 20-метровое серебряное звено, поблескивая пронзительно в чистом воздухе, медленно опускалось на насыпь. Первые шаги на пути к Якутску были сделаны. Эти кадры облетели весь Советский Союз. Герой соцтруда Владимир Степанищев вручает символический ключ командиру отряда «Якутский комсомолец» Алексею Иванченко и комиссару отряда Виктору Яковлеву. 100 посланцев со всех концов Якутии стали бойцами отряда и отправились на строительство новой дороги. Что их тогда ожидало? Только на участке Томоты предстояло построить 380 искусственных сооружений, 14 мостов, переместить 35,5 миллиона кубометров грунта, построить станции и поселки. Участок железнодорожной линии Беркакит-Томат-Нижний Бестях эксперты называют сейчас самым крупным и сложным проектом в области железнодорожного строительства за последние 30 лет. Амуро-Якутскую магистраль по праву можно считать инновационной. В процессе ее проектирования и строительства было подготовлено много фундаментальных научных трудов, посвященных проблемам сохранения вечной мерзлоты. Строители здесь решали сложные инженерные задачи. Проектировщики и конструкторы учли мощные паводки якутских рек, предусмотрев мосты и другие конструкции. Всего на объекте возвели более 300 искусственных сооружений. Построены мосты, станции, объекты электроснабжения, линии связи. Для Якутии этот масштабный проект стал очень сложным. Дорогу планировалось сдать в 1995 году, но стройка растянулась на 18 лет. 16 августа 1997 года состоялось прибытие первого поезда на станцию Томот, а 5 августа 2019 года на станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд. Имя знаменитого строителя, комиссара Виктора Яковлева, навсегда вписано золотыми буквами в историю строительства Амуро-Якутской магистрали. Судьба комсомольца Виктора Яковлева как сценарий советского кинофильма. Его портреты украшали главные полосы российских газет. Его называли истинным бамовским комиссаром последнего комсомольского ударного отряда. И он был отличным примером для подрастающего поколения.
Виктор Яковлев родом из поселка Тюхтюр Егино-Кангаласского района. Окончил Якутский госуниверситет, работал в школе, затем был на комсомольской работе, а позже стал монтёром пути строительно-монтажного поезда «Юность Якутии». Комсомолец, истинный бановец. Комиссар последнего комсомольского отряда Виктор Яковлев награжден медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали, знаками Центрального комитета ВЛКСМ «Мастер золотые руки» и за участие в строительстве и освоении зоны БАМ. Мне запомнилась ее улыбка. Даже вот одно, значит, воспоминание, я сравнил ее с улыбкой Юрия Гагарина. Он вообще незабываемая улыбка у Виктора была. А он по должности был монтёром пути. Он рабочий. А с ними руководители, ну это СМП 595, я помню, они наравне, как руководитель подразделения, с ним разговаривали. Ну и вместе, конечно, командиром Алексеем Иванченко. Вот эти два лидера, Алексей Иванченко, ну и Виктор Яковлев, они очень вот такие ребята были, достойные. В родном селе Тюхтюр бережно хранят память о своем комиссаре. В честь Виктора Яковлева названа улица. А Тюхтюрская средняя школа имени Ивана Романова гордится своим выпускником и рассказывает школьникам о трудовом подвиге знаменитого земляка. И таких ярких имен в истории строительства Амуро-Якутской магистрали было немало. Но возвратимся к историческим кадрам 11 апреля 1985 года. Нюрнбергская поэтесса Аямовка Наталья Лозина в честь этого события написала трогательные стихи. И вот легло на нас и плавно, пути короткое звено, еще одним началом славным вписалось в летопись оно. От километра к километру, как в юности, из класса в класс, пойдут бойцы навстречу ветру и вспомнят, может быть, не раз, 11-й день апреля и 2 серебряных струны, и то, как молодости веря их поздравлял народ страны. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. История таких масштабных проектов, они всегда, конечно же, восхитительные, но порой не менее интересные истории несут в себе, казалось бы, необычные вещи. Ну вот, например, что-то личное может хранить в себе неприметная на первый взгляд безделушка, но для какого-то человека, да, это будет просто кладезь какой-то информации, истории, воспоминаний. Вот есть, кстати, вещи, которые были созданы еще давным-давно, больше века назад, и, как правило, они несут не только историю какого-то человека, кто владел этой вещью, но и вообще целую историю создания, через которую может раскрыться история целой индустрии. Вот об одной из таких вещей, и в частности истории этой вещи, расскажем далее. Меня зовут Руфов Дмитрий. Я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска и хочу рассказать о нескольких предметах, представленных в нашей экспозиции. Следующий интересный предмет в нашей экспозиции музея – это набор фарфоровой посуды, именно изготовленной фабрикой Кузнецовых. Сама фабрика фарфорово-фаянсовых изделий, она появилась в начале XIX века. Ее основал Яков Васильевич Кузнецов. Сперва это была маленькая мануфактура, которая впоследствии разрослась до очень больших габаритов. Яков Васильевич родился именно в Гжельской волости, где как раз-таки первый его заводик-то и основался. Вот, и он вместе с сыновьями начали изготавливать фарфоровую посуду. Поняли, что она вот имеет популярность среди народа. В середине уже XIX века, уже после смерти Якова Васильевича, его сыновья продолжили это дело. Они начали набирать обороты, их завод. Товарищество Кузнецовых, она была очень крупным предприятием. Так именно в начале XX века торговый оборот этой компании достигал, то есть их годовой, так сказать, обиход денег — это 7 миллионов рублей. Тут это связано именно уже с другим представителем рода Кузнецовых, это Матвей Сидорович, который как раз-таки и начал
расширять компанию своих родителей, предков. Разбогатев, они начали скупать, так сказать, фарфоровые заводики, которые, например, разорились, либо на грани банкротства. Так, например, они купили заводик Гарднера, это англичанина, который стал русским, то есть он основал здесь свой собственный фарфоровый завод именно в Вербилках. Сафроновский завод также купили они. Представленный набор фарфоровой посуды нашей экспозиции, он принадлежал знаменитой купеческой семье Кушнаревых, Акипсим Кушнарев, как раз таки основатель торговой компании. Тоже одна из богатейших была здесь, в Якутии, наряду с торговой компанией Анны Ивановны Громовой и торговой компанией Каковин и Басов. Акипсим Кушнарев, он родился в селе Павловск, в семье старообрядца. Сперва они занимались мелкой торговлей в районе Амги. Подзаработав там денег, они решили расширить свою торговлю и открыли дома здесь, в Якутске. Дело отца продолжили его дети, Петр Кушнарев. Дети, они не стали делить наследство отца, а наоборот организовали торговый дом наследники А.М. Кушнарева. На период Первой мировой войны, то есть доходы их компании составляли около 2,5 миллионов рублей. В то время у нас 3 крупных торговых дома было. Это как раз таки торговый дом Громовой и Каковин и Басов, и торговый дом Кушнаревых. Узнавайте истории вещей вместе с нами. До новых встреч! Но, погружаясь в историю, никогда не стоит забывать про настоящее, ведь жизнь – это бесценный дар, и каждое ее мгновение прекрасно в своей неповторимости. В этом убеждена и жительница Алдана Светлана Бубякина. Мама 2 дочерей, ведет активную общественную работу, множество достижений у Светланы и в спорте. Однако главная победа, которую удалось одержать героине нашего следующего сюжета – это победа над собственным недугом. Желанием действовать и двигаться вперед Светлана стремится поделиться с каждым человеком. Сегодня у Светланы Бубякиной тренировка на корте Алданского лицея. До республиканского фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья осталось меньше месяца, и несколько партий лишними точно не станут. Там я буду играть под инвалидами. Играть будем в теннис. И мы тренируемся в теннис. И мне как волейбол сказали, как будешь стоять в волейболе, ты будешь как запасной. В команде алданских спортсменов Света признанный лидер. Она является постоянной участницей межрайонных и республиканских соревнований. За победу Света борется как в Паралимпийских играх, так и в Олимпиадах среди тех, кто не имеет ограничений по здоровью. К слову, высот Света достигла не только в настольном теннисе. В каждой спартакиаде занимаюсь по легкой атлетике, 100-400 бегала. И 2-е, и 1-е, и 2-е, и 3-е место занимала, но по возрасту сейчас 3-е еле-еле занимаю, но стараемся спортом заниматься. Со спортом неразрывно связана вся жизнь Светы. Двигательная активность и приверженность здоровому образу жизни позволили противостоять тяжелому недугу. И Светлана стремится помочь каждому человеку, чье здоровье точит болезнь, открыть собственные резервы. Сама у нее глаза горят, то есть она хочет заниматься, поэтому это очень здорово. И глядя на нее, ее же, то есть коллеги, ее же, то есть по обществу инвалидов, тоже тянутся к таким же людям. Светлана родилась в самом отдаленном уголке Алданского района, в селе Кутана, на Слега-Анамы. Папа всю жизнь отдал сельскому хозяйству, мама работает медсестрой во врачебной амбулатории. За здоровье единственной дочери родители боролись героически. Начала ходить 2 лет. Я на пятках ходила и начала криво ходить. И мои родители, и Маргарита Дмитриевна, и моя мама, любимая, и Дмитрий Иванович, мой отец, они вверх подняли и меня по врачам. После школы Светлана отправилась в Якутск. В специализированном профтехучилище девушка получила профессию изготовителя художественных изделий и стала мастером по созданию панно. Затем заочно освоила правоведение в Якутском сельскохозяйственном техникуме.
здоровыми детьми я училась, и интересно было, и этими детьми я знакомлюсь в Усалдане, там я вот ездила по спорту, я их встретила. Здоровье, убеждена Светлана, начинается с движения, и свою работу она считает прекрасным дополнением к здоровому образу жизни. Света – курьер в многофункциональном центре «Мои документы». Ответственная, добросовестная и аккуратная, именно так она зарекомендовала себя на службе. Несмотря на то, что практически многие услуги переведены в электронный вид, работа Светы для вас, для нас и для населения Алданского района очень нужна и важна. Поэтому мы ценим ее труд, мы ценим ее трудолюбие, ее вовлеченность. Вечера, когда нет тренировок на корте, Света проводит в мастерской районного общества глухих и слабослышащих. Здесь работа есть всегда. Вместе с членами общества неравнодушные добровольцы изготавливают маскировочные сети для российских военнослужащих. Технику плетения Света освоила быстро, и процесс идет ловко и споро. И она очень человек отзывчивый, она занимается спортом, часто ездит на соревнования. Она по адаптивным видам спорта, она прямо лидер у нас. Светлана – мама двоих дочерей. Младшая Алгыстана осенью пойдет в 7 класс. Она, как и мама, серьезно занимается спортом. А у старшей Натальи сейчас главные испытания школьных лет чудесных. В этом году девочка заканчивает школу. Поступать на какой на медучилище или медуниверситет, я не знаю, как ЕГЭ. Общее увлечение мамы и дочерей Бубякиных – кулинария. Света, по свидетельствам близких, повар знатный, а особенно она любит печь. Друзей Светлана с удовольствием угощает шедеврами собственного приготовления и делится рецептами. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вот мы в первой половине программы с нашим гостем поговорили отчасти и про тему будущих профессий, а между прочим, предпринимательство входит в топ-3 профессий, о которых россияне мечтают для своих детей. Увидеть своего ребенка бизнесменом хотели бы 15% родителей, популярнее оказались только врачи и юристы. И иногда идея собственного бизнеса появляется у подростка еще до 18 лет. Развить у детей предпринимательское мышление вполне возможно, и, как оказалось, есть даже специальные интенсивы для развития предпринимательских способностей у несовершеннолетних. С 5 по 6 июня пройдет двухдневный бесплатный интенсив «Бизнес-дети». Подробнее об этом нам расскажет наш сегодняшний гость, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес» Анна Филиппова. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вот поподробнее, пожалуйста, расскажите о программе интенсива, кто участие может принять и как вообще обучение будет проходить, то есть какой формат? Я приветствую жителей Республики Саха-Якутия и хочу вначале напомнить о том, что образовательная программа «Бизнес-интенсив» проводится Центром «Мой бизнес» ежегодно. Это ежегодная программа и предназначена для школьников и молодежи с 14 лет. Ведь именно с 14 лет каждый подросток может стать предпринимателем у нас в стране. И данная программа проводится в рамках национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Бизнес-интенсив направлен на то, что действительно, вы правильно подчеркнули, это развить предпринимательское мышление у подростка. Ведь если даже подросток в будущем не станет предпринимателем, то именно вот такой тип креативного мышления, умение гибко подстраиваться под изменяющиеся какие-то факторы внешней среды, они в любом случае пригодятся ему в будущей жизни. А именно вот такие качества развиваются в ходе интенсива. Интенсив состоит из двухдневной программы, заключает в себя именно не только прослушивание теоретического материала, да, естественно, но и практических. Подростков мы специально создаем такие условия, когда они могут в игровой форме проиграть свои личные какие-то стратегии бизнеса внутри, командная работа, это умение
умение работать в команде, это разработка новых бизнес, каких-то идей, которые, может быть, они думали, но не столь значимо считали вот в настоящей жизни. Ну или, может, не решались, да? Да, или не решались. И вот в игровых формах, в активных видах деятельности формируется вот именно предпринимательское мышление у данных детей. Ага. Ну вот мы сказали, что с 14 лет можно принять участие в этом Да. интенсиве. Я так понимаю, но верхняя планка тогда сколько, 18 лет? 17? 25 у нас. До 25 лет, да. то есть не только дети, но и, в принципе, молодежь. Конечно. Ага, а участие в нем, я так понимаю, любой желающий бесплатно или какой-то взнос предполагается? Образовательная программа Центра «Мой бизнес», которая реализуется в рамках нацпроекта, являются бесплатными для всех жителей республики. Ага, то есть... В том числе и для подростков по данной программе. Ага, ну замечательно, то есть, в принципе, как минимум можно прийти бесплатно знания получить. Конечно. Не обязательно ты их будешь использовать, но вообще знания как самый ценный ресурс на нашей планете, еще и бесплатно, это надо идти обязательно. Но вообще, есть ли какая-то разница? Понятно, что игровая форма, да, для детей более предпочтительна, но, может быть, в целом по содержанию, да, может быть, по контексту вот эти интенсивы для детей и взрослых сильно ли отличаются? Может быть, конечный результат не сильно отличается, то есть целью ставится действительно овладевание определенными знаниями, определенной информацией, которая нужна для предпринимателя, а вот формы подачи, конечно же, различаются. И именно вот, как мы уже подчеркнули, что активная форма, игровая форма, она приемлема более всего. Ну вот вопрос про развитие, да, предпринимательских навыков, как бы не факт, да, что они будут использованы в будущем, да, не факт, что ребенок станет предпринимателем как таковым. Учитывая это, важно ли развивать предпринимательские навыки у ребенка, то есть без четкого желания, чтобы он стал предпринимателем? Ну вот действительно, живя в условиях рыночной экономики, когда каждый человек по мере взросления сталкивается с финансами, сталкивается с задачами, может быть, решения даже бытовых экономики домохозяйства собственного, естественно, здесь знание предпринимательства, формирование бюджета, расчета себестоимости, может быть, своего продукта и в коммерческой организации, то ли в бюджетной организации. В любом случае слово «бюджет» будет присутствовать всегда. И умение правильно их расходовать, умение правильно планировать, естественно, соотносить доходы и расходы, эти знания всегда пригодятся. Ну тогда да, тем более вернемся к тому, что бесплатно в жизни точно пригодится, как минимум с точки зрения расчета бюджета. Пожалуйста, вот уже 5-6 июня, и мы плавно подходим к тому, как записаться можно на этот интенсив. Для тех родителей, которые хотят записать собственного ребенка на данный бизнес-интенсив, конечно же, рекомендуется обратиться на наш портал. Это moybiznes14.rf. На этом портале размещена информация, размещен анонс о приеме заявок на данную образовательную программу. И есть электронная ссылка, по которой можно пройти и вбить свои данные. Естественно, тогда сотрудники видят это все и выходят на связь с родителями, осуществляя обратную связь. Ага. Ну и, соответственно, там же на портале, я так понимаю, можно из подробной программы этого интенсива организовать. Да. Вот. Ну, отойдем, так сказать, от частного и перейдем к более общему. Центр «Мой бизнес» сегодня вообще какие еще предпринимателям поддержку оказывает? То есть, в принципе, тот же интенсив — это же поддержка, это новые знания привить и так далее. Чем сегодня центр занимается? Ну, как начальник отдела образовательной поддержки, конечно же, я больше скажу о образовательной поддержке. Наш отдел Центра «Мой бизнес» реализует в течение года 21 образовательную программу, в том числе и есть программы для молодежи и школьников, коль мы сегодня говорим об вовлечении данной категории в предпринимательскую деятельность. Кроме бизнес-интенсива «Бизнес-дети», который пройдет в июне и, кстати, в августе вторая смена пройдет этой же образовательной программы, так что приглашаю тех родителей, которые не смогли записать или попасть в список в этот сезон, в июнь,
то, конечно же, вы можете ребенка записать на август месяц. А также мы проводим образовательную программу для школьников и молодежи. Это Олимпиада по предпринимательству. Традиционно мы ее проводим в декабре месяце. Это очень интересная программа, которая состоит из 3 этапов. И каждый участник не только защищает свой бизнес-проект, который может выиграть и получить денежный приз, но и проходят обучающую программу, которая также позволяет им правильно разрабатывать уже бизнес-проект. Я так понимаю, что со всеми подобными программами, интенсивами, событиями и так далее можно также на портале Мой бизнес 14.rf. Ага. И, соответственно, записываться, я так понимаю, на большинство мероприятий тоже можно через него. Анна, ну большое спасибо за эту информацию полезную. Ну, как бы пришли, да, мы к выводу, что все-таки действительно и очень полезные навыки, даже если вы не планируете, чтобы ваш ребенок стал предпринимателем, как минимум получит навыки в этом интенсиве, которые помогут ему в дальнейшей жизни. И это прекрасно, потому что все мы сегодня вспоминаем, да, почему нас в школе учили всякому, а как вести бюджет домашний никто почему-то не учил, хотя это важно. А вот здесь можно научиться. На портале «Мой бизнес 14.rf» можно записаться, посмотреть всю программу. Анна, еще раз вам спасибо, успехов в работе, ну и спасибо за поддержку предпринимателей, потому что предпринимательство все-таки это основа экономики нашей страны, так или иначе. Вот. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. На реке Вилюй началась навигация, по ней идет груз на Накын. В вахтовый поселок везут все необходимое для работы ГОК и его подрядчиков. От спецодежды до крупных узлов и механизмов карьерной техники. По воде в Накын запланировано доставить 1000 тонн грузов, всего 4 рейса. Половина груза идет напрямую из Усть-Кута. В республике в 3 раза увеличилась внутрироссийская перевозка пиломатериалов через железнодорожную станцию Нижний Бестях. С начала 2024 года при внутрироссийских перевозках проконтролировано свыше 9000 кубометров пиломатериала, что на 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При перевозке в регион под контролем специалистов управления Россельхознадзора прошли 86 вагонов, поступивших из Иркутской, Томской областей, Республики Бурятия и Красноярского края. В результате карантинных объектов и нарушений законодательства не обнаружено. Если раньше большую часть завезенных строительных материалов из карантинной фитосанитарной зоны приходилось через летнюю навигацию, через ТУНДА, то в этом году железнодорожные пути открылись многим предпринимателям и организациям. Напомним, что карантинный сертификат оформляется на каждую партию подкарантинной продукции при ее вывозе из карантинных зон, установленных в связи с выявлением карантинного объекта, заражение или засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции. Карантинный сертификат выдается на продукцию, привозимую внутри страны, в том числе в пределах одного региона. Яблони, акации и черемуха зацветут на улицах Якутска. Масштабный проект по озеленению, приуроченный к международным спортивным играм «Дети Азии», воплощают в жизнь в столице республики. Озеленение идет на 2 улицах – Ильминская и Пирогова. Сейчас проводятся подготовительные работы, завозится плодотворная земля, вывозится некачественный грунт. Подрядчик приступает к посадке древесных растений. На 2 улицах будет высажено порядка 700 растений. Это яблоня ягодная, караганда желтая, боярышник даурский, сирень венгерская, рябина сибирская. Власти столицы республики приурочили ускорить открытие городского пляжа на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пляж предварительно откроют 12 июня. Сотрудники МЧС Якутска проводят профилактические беседы, раздают листовки по соблюдению правил безопасности на водных объектах. По итогам обсуждения вопроса об официальном открытии городского пляжа принято решение ускорить подготовительные работы, в том числе выставить спасательные посты и охрану до открытия пляжа. Первенство по фитнес-аэробике среди детей завершилось в Нюрбинском районе. В этом году приняли участие 6 команд.
Обязательные условия наличия единого соревновательного костюма, отвечающего правилам Федерации фитнес-аэробики. Судьи оценивали сложность движений, интенсивность исполнения, разнообразие шагов, синхронность, артистичность. Всего выступили более 50 детей. В завершение награждены все команды. А победителем стал детский сад «Ромашка Октябрьского наслега». С каждым годом наблюдается более организованно проводится этот турнир. Дети очень уже физически развиваются. И время такое, что дети очень мало двигаются. И вот в 6-й год уже показывает то, что мы правильно выбрали эту цель. И дети наши больше двигаются, общаются. Им очень нравится этот фитнес-турнир, фитнес-аэробика. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Вот наш эфир потихоньку приблизился к завершению на сегодняшний день, но нужно главное сделать. Да? Мы в самом начале нашей программы задавали вопрос. Мы хотим подарить кому-то подарок на спектакль «Спартак», который 5 июня уже пройдет в рамках фестиваля балета «Стерх». И вопрос звучал следующим образом. В каком году прошел первый фестиваль «Стерх»? И первой на этот вопрос ответила Екатерина Павлова. В 2000 году первый фестиваль прошел. Екатерина, с вами свяжутся наши редакторы и администраторы. Они расскажут, как забрать билет. Мы вас поздравляем, конечно же. Остальным желаем участвовать в наших подарочках. Все у вас будет хорошо, однажды победите. Хорошего вам дня. Завтра вновь в этой студии увидимся и вновь будем встречать уже завтрашний день. Ну а на сегодня вам удачи.